Привет! Как продвигается учеба? Все задания сделали? Тогда пора отдохнуть и при этом провести время с пользой. Специально для вас, в честь праздника, мы подготовили подборку советских кинофильмов, которые сняты по классическим пьесам. Почти как в театре, только в буфет можно сходить в любой момент. Начнем с английской классики. «Гамлет» – двухсерийный фильм режиссера Григория Козинцева, снятый по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Черно-белый фильм вышел в 1964 году. Картина повторяет сюжет оригинальной пьесы. Умирает датский король, а его сын Гамлет в трауре. Однако не проходит и 2 месяцев, как его мать выходит замуж за брата своего супруга. В это же время по замку идут слухи о призраке бывшего короля. Гамлету предстоит выяснить обстоятельства смерти отца и отомстить убийце. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Этот фильм – отличная возможность познакомиться с творчеством Уильяма Шекспира или напомнить самому себе, почему он считается одним из лучших драматургов мира. Перейдем от грустного к веселому. Второй фильм нашей подборки – «Старший сын», снятый по одноименной пьесе Александра Вампилова. 2 студента опаздывают на последнюю электричку и в итоге остаются в чужом городе без денег и крыши над головой. В окне одного из домов они видят сына и отца. Тогда Владимиру, одному из студентов, приходит в голову идея притвориться внебрачным сыном мужчины в окне и таким образом найти себе ночлег. Мужчина тут же признает во Владимире своего сына. Его реакция настолько искренняя, что это трогает махинатора. Он решает помочь этой семье с их проблемами. Картина поднимает вопросы важности семьи, любви и доверия. Однако смотрится легко и, спойлер, заканчивается хэппи-эндом. Я хотел сказать... Что здесь происходит? Нин, ты только не удивляйся. Что вы здесь устроили? В чем дело? Нина, большая радость. Нашелся твой старший брат. Что? Брат. Какой брат? Старший? Это он. Далее по списку фильм-спектакль Малого театра «Горе от ума», снятый в 1977 году. Как можно догадаться, в основу легло одноименное произведение Александра Грибоедова. В дом московского барина Фамусова приезжает Чацкий. Он влюблен в дочь сановника Софью и спешит увидеться с ней, но та принимает молодого человека весьма холодно. В попытках вернуть расположение возлюбленной, Чацкий знакомится с миром элиты и приходит в ужас. Он обвиняет фамусовское общество в жадности и невежестве. За это знать объявляет его безумным. Вдобавок Софья признается, что влюблена в Молчалина, самого недостойного человека, по мнению Чацкого. Он малый с головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с таким умом... Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают. Не я один. Все также осуждают. А судья кто? Завершает наш небольшой топ двухсерийный фильм «Жестокий романс» по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Ларисе Агудаловой пора замуж, но приданого у нее нет. Несмотря на множество поклонников, в жены девушку зовет только мелкий чиновник Карандышев. В отчаянии Лариса соглашается на его предложение. Она уже готовится к свадьбе, когда в город возвращается ее настоящая любовь – барин Паратов. В тот же момент вся жизнь девушки переворачивается с ног на голову. И это не оскорбительно? Они смотрят на вас, как на вещь. Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. «Жестокий романс» оказался очень популярным у зрителей, но также получил много критики за отличие от пьесы и добавление новых сцен. Вам советуем не оглядываться на чужое мнение. Лучше посмотрите фильм сами и составьте свое. На этом все. Надеемся, что ваши планы в ближайшее время пополнятся просмотром фильмов из нашего топа. Пишите в комментарии свои впечатления. Мы будем очень ждать. Приятного просмотра!